целях поддержания свободы выражения граждан. Туркменистанская Хельсинская организация за права человека, а далее Организация права и свободы граждан Туркменистана. В эти дни исполняется 10 лет со дня зверского убийства туркменской журналистки Оглсапар Мурадовой. Несмотря на все требования, Туркменистан не привлек к ответственности виновных в ее смерти за решеткой. Президент Бердымухамедов, придя к власти, сказал, что он еще очень молод, чтобы решить это вопиющее нарушение прав человека. Ну, прошло 10 лет со дня и смерти, и того, как пришел наш президент к власти. Что же мы наблюдаем в эти дни? Коротко, все еще продолжающиеся нарушения почти всех гражданских свобод, в том числе свободы выражения мнений, СМИ и информации. Более того, в эти дни исполняется 20 лет, как Туркменистан стал участником Международного пакта о гражданских и политических правах. К большому нашему сожалению, все эти годы международное сообщество лишь констатирует неспособность Туркменистана обеспечить свободу СМИ. Коротко я перечислю несколько фамилий. Например, жертва произвольного задержания внештатный корреспондент радио «Свобода» Сапармамед Непескулиев за решеткой, Дуня Гозель Джумагулиева, корреспондент радио «Азатлык» Худайберды Алашев и многие-многие другие, в том числе вот последние свежие, так сказать, факты. Корреспондент радио «Свобода» Султана Ачилова в ноябре была трижды подвергнута нападению в связи с ее журналистской деятельностью. Недавно, в августе, опять же, трижды на нее оказывали физическое воздействие и психологическое давление. И каждый раз нападавший, матерясь и крича, что ты позоришь Туркменистан, угрожает ей физической расправой. В последнем случае нападавший даже признался, что об этом его попросили спецслужбы. Продолжается преследование Натальи Шабунц, других активистов, других людей, которые пытаются достучаться до международных организаций и показать, что происходит в Туркменистане. К сожалению, в это же время мы видим, что многие страны, в том числе те, которые здесь присутствуют, предпочитают тихую дипломатию с Туркменистаном, очень богатой на сырьевые ресурсы страной. Благодарю вас.